Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с наиболее интересными людьми, с людьми, которым, как я говорю, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях бывший народный депутат, бывший журналист, а ныне член правления... Нет, заместитель генерального директора, да, концерна «Укроборонпром» Мустафа Наим. Салям алейкум. Добрый вечер. Есть много о чем поговорить. И, конечно, я бы хотел начать именно с той мотивации, с которой я так тебя год не видел, и не мог спросить у тебя, зачем ты пошел работать в компанию «Укроборонпром». Вот, наконец, у меня появилась возможность публично тебя об этом спросить, потому что говорили, кто-то за деньгами пошел, я в такую мотивацию с своей стороны не верю, поэтому рассказывай все как есть, и год тоже там, да? Ну, на самом деле, когда я уходил еще из парламента, у меня было четкое желание работать в исполнительной власти. Дело в том, что пока мы работали в парламенте, было очень сложно добиваться каких-то результатов, и тем более, что это коллективный орган и достаточно медленный. При этом у меня был опыт работы в исполнительной власти, когда мы создавали патрульную полицию. И для меня было четкое понимание, что я больше не хочу в парламент, не хочу в эту политическую суету, и на самом деле она очень токсичная и непродуктивная, как мне кажется, в нашей стране. Что касается «Укроборонпрома», то это такая концентрация всего того, что делал в своей жизни. Это касается... У меня уже на тот момент было юридическое образование, у меня было четкое понимание, как работают государственные машины, как работают политические органы. И, очевидно, я понимал, что такое коммуникация и в сфере государственного управления, и в сфере медийном, как это положено. У нас была встреча с Айварасом Абрамовичем, генеральным директором на тот момент, который предложил войти в команду именно по работе с государственными органами. С этого начался наш заход. На самом деле, если уже говорить, если мы откровенно говорим про деньги, то я своей зарплаты не знал достаточно долгое время. Практически 5 месяцев мы работали, просто потому что это было дико интересно. Ну и сейчас это интересно на самом деле. Поэтому в целом мотивация моя очень простая. Я писал про «Укроборонпром» еще начиная с момента его создания. Писал много расследований. Ну и вы помните, что «Укроборонпром» был одним из таких кричащих примеров и коррупции, и недореформированности, и непрозрачности, и неэффективного управления. Поэтому для меня это был большой опыт работать с менеджерами и в государственном управлении. Я считаю, что это такой большой шанс в жизни. И доказать, что ты до этого приобретал опыт не просто так. А самое главное, что было понимание, что мы сейчас можем многое достичь, поскольку команда, которая собиралась на тот момент, она была уникальная, и сейчас она уникальная, я считаю, во всем госсекторе одна из самых лучших. И в этом смысле для меня мотивация была достичь какого-то результата конкретно для этой компании. За год много чего сделано, и я могу сказать, что этот год был один из самых сложных и продуктивных с точки зрения того, что мы сделали на самом деле. Я могу потом позже об этом рассказать. Но я хотел бы начать все-таки с такой достаточно тревожной новости, которую я сегодня прочел у Юрия Бутусова, что гособоронзаказ не выполнен в этом году, да? Это же тоже сфера вашей деятельности. Это что происходит в этой сфере? Ну, казалось бы, да, «Укроборонпром» — это база. Вот все остальное можно как-то немножко забывать, отодвигать. Но оборона — это то, с чего все начинается и заканчивается в воюющей стране, да? Ну, давайте объясню. Что такое гособоронзаказ? У нас есть 16 заказчиков в стране, которые заказывают те или иные вооружения и технику. Самый крупный, естественно, это Министерство обороны, потом идет Национальная гвардия и остальные. Министерство обороны каждый год выделяет определенные средства. В этом году порядка 19 миллиардов гривен, которые было выделено на гособоронзаказ. Укроборонпром выполняет 30% этого заказа, чтобы было всем понятно. Мы участвуем всего лишь в 30%. Остальные 70% гособоронзаказа выполняют либо частные, либо это импорт. Львиная доля это, конечно, частные, да, из остальных 70%. Поэтому в данном случае ту часть 30%, которую мы выполним, она выполняется в полной мере. Более того, могу сказать, что впервые за все годы существования Укроборонпрома мы не провалили ни одного контракта в протяжении года. Ни один контракт, подписанный нами, не был провален в этом году. Просто для понимания, например, когда мы пришли, было провалено порядка 5 контрактов крупных на огромную сумму. Это более 5 миллиардов государства гривен. На определенные виды вооружений. Да, например, заказывались БТРы, да? В 2016 году подписан контракт, в 2019 году, когда мы пришли, ни одна машина не была поставлена. Мы в этом году уже поставили 45. Но это реальный результат. Можно много говорить про нашу неопытность, новые ребята, как нам рассказывали. Да? Конкретный результат. До нас не было, 45 машин есть.
А в этом году поставлен на вооружение «Нептун». Это ракетный комплекс, там, один из лучших на постсоветском пространстве. Это морская военная ракетная установка? Да. Да. Суть в том, что это тоже сделано, да, очень много было до нас сделано, это никто не отрицает, конечно. И господин Костылев, который делал этот ракетный комплекс, разрабатывал на протяжении 5 лет, да, или 4 лет. Конечно, они огромных результатов добились, но опять же, мы не провалили ни одного контракта. И самое главное, что важно сказать, мы даже все дискуссии сейчас вокруг оборонпрома, да, и мы сейчас будем разговаривать, все разговаривают, сейчас говорят об реформировании концерна, о том, что сделано, какие вооружения поставлены. Давайте вспомним, в каком мы жили контексте год назад, когда это были там чьи-то сыновья, кумовья, друзья и постоянная коррупция на коррупции. Сейчас, если посмотреть поле, нет ни одного уголовного производства за последний год, которое было возбуждено. То есть ты утверждаешь, вот по результатам работы, ну не только тебя, но команды всей, да, не тебя в качестве замдиректора, что коррупционных схем просто нет в этой государственной... Давайте разделим. Есть, например, контракты, которые заключены были до нас. Вот недавно была история про то, что мы якобы привезли в Украину БТР Пашинского. Помните, такая громкая история была. Но есть инерционная система, очень простая. Если подписан контракт, и мы уплатили уже деньги, мы не можем забрать. Понятно, да. То есть какие-то схемы, конечно, продолжают, наверное, существовать. Мы где-то перекрываем, где-то закрываем. За наше время, вот за это время, мы подали порядка 20 материалов уголовных производств. Я просто напомню, за все время существования концерна было 85. Мы подали 20. Это инициативно от нас, уголовных производств, по действующим контрактам бывших или там нынешних руководителей. За этот год по отношению к нашей команде нет ни одного уголовного производства. При том, что я не могу сказать, что у нас дружественные отношения там, со всеми полем. Да? Есть постоянное есть наблюдение. Это сфера, в которой все дико пронизано и спецслужбами, и правоохранительными органами. Еще раз, нет ни уголовного производства, ни одного. Это тоже результат. Да, это не тем, что надо хвалиться, что мы не воруем, да? Но мы это сделали нормой. Мы это сделали нормой. Вот, собственно, и все. А скажи мне, пожалуйста, ну ты как и журналист в свое время расследованием занимался и так далее, вот этот известный кейс Свинарчуков, условно говоря, да, который журналист Денис Бигус прямо перед выборами подал как сенсацию, и это сильно повлияло на результаты выборов, да. Это было действительно политическое сильное влияние, да. Прошло 1,5 года, да, и ничего. Давайте я объясню. Смотрите, мы когда пришли в концерн, у нас было два огромных вызова. Первое – это что делать с производством, и второе – что делать вот с коррупционным прошлым, которое есть. Мы для себя сознательно приняли решение. Догонять бывших – это работа правоохранительных органов. Они должны расследовать, они должны показывать результат, сажать, не сажать, оправдывать и так далее. Я просто очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим, что ничего нет, да, действительно, спросите, вот как человек, который занимается тем, что мы коммуницируем с госорганами, это мой профиль, самая главная моя работа. Я недоволен тем, как работают правоохранительные органы в этой сфере. Я не хочу называть фамилии там, людей, которых нужно сажать или не нужно сажать, пусть они решают, но я недоволен. Более того, некоторые уголовные производства закрылись сейчас уже. Есть по активам закрытое уголовное дело, где мы сейчас пытаемся доказать, что мы потерпевшая сторона. Я недоволен. Но если вы меня спросите, имело ли место на тот момент те процессы, о которых описывал Бигус, конечно, да. Конечно, да. Конечно, было политическое влияние на оборонную систему. Конечно, были назначенцы, люди, которые были друзья, кумовья и так далее. Опять же, без фамилий, но это очевидная история. Она доказана просто документально, даже теми документами, которые видим мы. То есть, когда, например, идет государственный завод, изготавливает какие-то изделия, и рядом возникает частный завод. Мы входим на тендер. И мы видели по документам, что наш завод в цене не ограничивает, то, чтобы у нас была высокая цена, а частную компанию ставит ниже цену, при том, что она не прошла испытания. Выпускать, например, снаряды, которые взрываются при вылете из ствола. Это как? Мы говорим, а где материалы испытаний? Они говорят, вы знаете, они как-то отдельно прошли мимо вас. И они попадают в оборонный заказ, а продукция государственного предприятия, на которое мы с вами все потратили деньги, не попадает в гособоронный заказ. В итоге частная компания получает деньги, возможность развиваться, а государственное предприятие загибается. Вот реальная, которая есть ситуация. И по этому факту есть это завод «Артем», по которому есть уголовное производство. Тем не менее, продукции частных компаний продолжают оставаться в государственном оборонном заказе. Это как? Это же тоже вопрос правоохранительным органам. Поэтому я
могу сказать первое. Мы недовольны тем, как это расследуется. Было действительно политическое влияние. Я считаю, что преступление, которое совершалось в отношении оборонного комплекса, не только за последние 5 лет или 6 лет, за всю историю нашей страны. Это самое страшное, что можно было сделать. Потому что в этой сфере был сконцентрирован огромный потенциал. И сейчас все еще есть огромный потенциал. И людей, и техники, и интеллектуальной собственности. И я скажу больше. Я как журналист, который скептически отношусь ко всему, что у нас происходит, относился, да, после прихода в Укроборонпром и то, что я вижу внутри, огромная несправедливость, что коррупция в одной части этой сферы покрывает всю остальную. А там огромное количество талантливых людей. Вот, смотри. Ты как бы перешел на другой, это не сторона баррикад, но на другую сторону Луны. Сторона задачи другая. Сторона задачи другая, да? Ты как журналист и сам занимался критикой, и все критиковали там, и я, наверное, тоже не без греха. И это правильно. За коррупцию, за все. Но выяснилось, что кроме коррупции где-то есть огромный потенциал. Но ты знаешь, это философский вопрос. Я объясню одну вещь. Когда мы пришли, к нам же тоже было вопросы. Вот, допустим, нас журналисты критикуют. И ко мне прибегали и говорили, вот ты журналист, ну как? Вот ты же как, почему нас критикуют? Я скажу больше. Слава Богу, что в нашей стране есть критика. Если бы не было журналистов, если бы не было гражданского общества, поверьте мне, львиная доля того, что мы видим результатов, не было бы в стране. Потому что именно они, во-первых, держат нас в тонусе, а во-вторых, если ты прав. Вот мы, например, бывали ситуации, когда нас журналисты упрекали в том, чего мы не делали. Да? Мы проявили беспрецедентную открытость. У нас была ситуация с броней. У нас БТРы, которые выпустили Харьковский бронетанковый завод по этому контракту, который был завален, где один из журналистов написал, что броня бракованная. Ну это же жесткое обвинение. Как поступали раньше? Рассосется. Мы сказали и сказали. Мы так не поступали. Мы говорим, окей, возможно, давайте пойдем на полигон. Мы сделали открытые испытания при всех журналистах. Мы прошли все испытания от и до. Подписи поставили, вся военная приемка, прокуратура. Наверное, и мы. Так и надо, да. Но в итоге, к чему это привело? Завод в тонусе, мы понимаем, и мы доказали, что мы заслуживаем доверия. Поэтому правильно, что журналисты есть, у них своя работа. Более того, она зачастую важнее, чем то, что делается внутри. Пускай мне не обижаются наши сотрудники, да, но это правда, потому что мы понимаем, для кого мы работаем. В конце концов, а кто должен представлять людей, извините, вот общество? К сожалению, это не всегда правоохранительные органы. В нашей стране, как правило, это журналисты. Они держат нас в большем тонусе, чем правоохранительные органы. Расскажи, пожалуйста, вот я думаю, что всем нашим зрителям до одного интересно, каким военно-промышленным потенциалом обладает Украина. В сравнении, в масштабах, способны ли мы сами себя обеспечить всеми видами вооружений и так далее. Без государственных тайн, понятно, да? Но масштаб просто, это в какой стадии развития находится? Давайте исторически, да. Примерно 40% всей военной промышленности Советского Союза было в Украине. 40%. Но мы же знаем, какие годы были. Да, это огромный потенциал. Теперь смотрите. В мире, если вы посмотрите по рейтингу вооружений, многие изделия, там, это самолеты, в том числе истребители, это танковые изделия и так далее, они остаются в рейтинге на протяжении 30-40 лет. То есть то, что это было 30 лет назад, не значит, что плохо. Слушай, например, конечно, это же техника долго служит. Долго служит, раз. Во-вторых, она постоянно модернизируется. Теперь говоря, возвращаясь к Украине, почему я говорю, почему эту цифру привел? Потому что это говорит о том, что у нас потенциал этот сохранился в виде конструкторской документации. А про потенциал я просто скажу одну цифру. У нас вот из всей нашей номенклатуры продукции примерно 30% мы продаем в Украину, 70% мы продаем за рубеж. Теперь вы прекрасно можете представить себе уровень конкуренции на внешних рынках вооружений, где заключены все спецслужбы, все органы, причем лоббируются на уровне государства. Что, к сожалению, наши страны мы продаем? Мы продаем, ну это понятно, это Ближний Восток. Да, это, я не могу называть эти страны, потому что это закрытая история. Но понятное дело, что мы продаем в те страны, где есть конфликты. Это очевидная история. Или те страны, которые готовятся к конфликтам, или страны, которые находятся в напряженных отношениях с соседями. Но у нас огромный, например, потенциал по ремонту. Вся советская техника, которая остается на всех этих странах, она требует ремоторизации, модернизации и так далее. Альтернатива России. А теперь скажите, вы теперь понимаете, с кем мы выходим на этих рынках? Это Российская Федерация в первую очередь. И тем не менее, еще раз, мы 70% продаем и ремонтов, и техники. Теперь возвращаясь уже к новейшую историю. Самой перспективной и самой богатой, я считаю, самой потенциала образующей, да, для нашей компании является высокоточное вооружение. Это ракеты, боеприпасы. Так вот, в мире существует 6 стран, которые могут производить полноценно, самостоятельно, в полном цикле ракетные комплексы, например, крылатых ракет. Мы одна из этих стран. Об этом мало кто знает, но это правда. То, что сделал Коростылев, который в этом году заслужил звание героя, абсолютно заслуженно. Мы его подавали еще в январе. Это великая работа. Да, она была возможна в силу того, что, еще раз подчеркну, политически была поддержка.
финансовая была поддержка, но и это случилось. Это сделали наши ребята, это наши инженера. Да, я не говорю, что это закрывает вопросы на коррупцию и там неэффективность, но это тоже результат. И мы продаем эти ракеты, и мы будем их продавать. Сейчас это огромный рынок, который сейчас развивается, и мы будем туда двигаться. Дальше, по бронетехнике. Мы продолжаем продавать, и в том числе действующие наши БТРы продолжаем продавать. Я надеюсь, что в этом году у нас уже будет развязан вопрос с оплотом. Это наш самое большое достижение в бронетанковой сфере. Один из лучших танков в мире, кстати, оплот. И я надеюсь, что вот сейчас поставлена задача, чтобы пустить в серийное производство эти танки. У нас большая проблема в чем? Мы были сильно зависимы от российской продукции, импортозамещения, Вот которое нужно делать. Как? Сейчас есть по всем номенклатурам есть программы импортозамещения, есть конкретные сроки, когда мы закончим это импортозамещение, и они будут полностью украинского производства. Министерство обороны сейчас не принимает технику вооружения, в которых есть российские запчасти. За что им это, конечно, большой стимул для нас. И опять же, об этом мало кто знает. Но это же надо сказать спасибо, что понимая эту историю, понимая все сложности, и наши инженера, и военная приемка, и конструктора, они работают над тем, чтобы эта техника стала абсолютно украинской. Есть, это очень сложно. Но а политическое осознание этого есть, да, что нам нужно никак не зависеть от России вообще в военной сфере? Вы знаете, в разных сферах по-разному. Если вы спросите, это к Министерству обороны нет вопросов. Скажу честно. Они действительно считают, что там, в каких-то непартнерских отношениях. Такие бывают моменты. Но в целом у них это есть понимание. Теперь, что касается наших конструкторов. У нас выхода нет. Если военная приемка не принимает нашу технику с российскими комплектующими, мы их не можем продавать. То есть это в принципе невозможно? Сейчас, на данный момент, весь курс и нашего концерна, и наших предприятий на то, чтобы максимально обойтись без российских комплектующих. Во многих изделиях это уже возможно. Во многих изделиях. А если где-то невозможно? Это закупается через третьи страны? Это огромные проблемы. Вот сейчас, например, тот же танкоплот. Сейчас производятся две конструкторские работы, исследовательские конструкторские работы, по которым мы готовим документацию, чтобы это была украинская продукция. Но это занимает год, два, три. К 2023 году, я надеюсь, мы сможем это уже закрыть полностью, этот вопрос. Но да, какие-то части комплектующих есть на складах, какие-то мы можем закупать, какие-то закупаются по специальным программам с ведома государства. Да? По тайнам. Покупается, да. Понятное дело, что это неправильно, это рискованно, да, но это временные меры. Но, опять же, вот смотрите, год прошел. Нет ни одного же дела по контрабанде, что мы куда-то завезли кого-то, купили российские запчасти или продали что-то в Россию. Это пресечено полностью. Скажи мне, назови срок, раз ты так внутри уже давно находишься, когда украинский военно-промышленный комплекс будет полностью независим от российских запчастей любых? Смотрите, это вопрос не только скорости разработки и работы инженеров, это вопрос финансирования. Я просто объясню. Например, есть какое-то изделие, которое нужно купить, и там российские комплектующие. Для того, чтобы там это заменить, нужно, чтобы кто-то оплатил конструкторские работы. Для этого нужно эту технику закупить. Вот там, где закупается техника, это быстрее всего. Вот БТР у нас абсолютно без ничего. У нас на Антонова уже вы знаете, что есть уже первый произведенный полностью украинский самолет. Я думаю, что сейчас, если будет финансирование, я очень надеюсь, в этом году будут, я сейчас раскрою маленькую тайну, впервые за многие годы будет контракт на закупку отечественных самолетов для нужд Министерства обороны. Какого класса? Это Ан-178. Я думаю, надеюсь, что вот... Это грузовики? Это транспортные самолеты. Военно-транспортные самолеты. Да. То есть, опять же, это вот когда будет, мы об этом огласим, мы ведем эти переговоры. И вот как там, где появляются деньги, появляются конструкторские работы, это быстрее двигается, быстрее развивается. Тот же оплот. Да, у нас есть две работы конструкторские, которые должны там модернизировать это изделие, там, Т-64 до Булата, и с тем, чтобы мы получили уже конкретно украинское изделие полностью. Я думаю, что по нашим планам, да, это вполне закончить до 2022 года, уже пустить в серию. Возможно, даже раньше. Это зависит, опять же, от финансирования. То есть года два нам еще нужно, чтобы... Но только по этим изделиям. Да, по каким-то многим... Слушайте, ракетные, допустим, у нас технологии, да, высокоточные, полностью украинские. Там, где есть маленькие проблемы, они сейчас решаются. Это небольшие проблемы. Мустафа, у нас звонок в студию, наш прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос моему гостю Мустафе Наему. Говорите. Алло? Да, говорите, ви в ефірі. Вечір добрий. Я зателефонував вам якийсь, як його називати, ваш
в прямому ефірі на московській мові мене запитує. Я телефоную на український канал, чи на якийсь, можливо, московський, російський, чи ще якийсь. Доброго вечора. Дзвонить на український канал, кримсько-татарський. Хочу запитати, при все ж таки його зарплаті, хоч трошечки його там десь совість кусає за що-небудь, чи йому байдуже, що все ж таки, можливо, він би подався на історичну батьківщину і там вирішив якісь свої питання. Дякую вам. Знаєте, я прошу... Я хочу відповісти. Що стосується заробітної плати, ми її не приховуємо. Я впевнений, що наш слухач не знає, який був рівень зарплати у керівників Укроборонпрому до того, як ми прийшли. Ми були першими, хто відкрив цю інформацію взагалі. У нас був вибір не відкривати, нам навіть радили юристи не робити цього. Ми відкрили повністю. Було, так. Ну так. Да. Тепер дивіться, давайте по заробітній платі. В нас наглядова рада взагалі не отримує грошей. Законом заборонено член наглядової ради отримати зарплату. Генеральний директор отримував до останнього часу мінімальну зарплату, тому що він не міг оформитись і контракт не підписував наглядова рада. Тепер, що стосується заступників. Моя зарплата складає 137 тисяч гривень. Просто для порівняння. Це найнижча зарплата серед усіх державних організацій, корпорацій, які є в країні. Друге. Найбільший докір ми отримуємо від народних депутатів, які кажуть про зарплату і так далі. Народний депутат в середньому обходиться в країні в повному, якщо взяти в повний комплекс, з усіма, десь 135 тисяч гривень, тобто на 2 тисячі гривень менше. Тепер, повертаючись до того, про що ми кажемо, за всі роки, от ті офіційно, якщо порахувати, ми тільки офіційно кажемо, кримінальні провадження, по яким є зараз розслідування, налічує більше 100 мільярдів гривень, просто того, що ми втратили за весь цей час. За рік, який ми були тут, ми тільки на закупівлях в Укроборонпромі зекономили 500 мільйонів гривень. Це офіційна цифра, можете подивитися її на сайті. Жодної кримінального провадження по тому, що ми десь щось вкрали, десь комусь продали будівлю і так далі. Чи я задоволений своєю зарплатою? Так, я задоволений своєю зарплатою. Чи мені не подобається те, що мені дорікають? Мені це не подобається, що мені дорікають, тому що я знаю, що люди, які отримують набагато менше зарплати. Але я знаю, про що я говорю і що ми робимо, що робила наша команда. І головне питання. Дивіться, якщо єдиний дорік до оборонного комплексу країни, воюючи, є те, що зарплата заступника генерального директора складає таку суму, то, мабуть, щось змінилось в країні. Тобто питання ж не в тому, що ми поставили неякісну техніку. Що було раніше, коли у нас Міністерство оборони і Укроборонпром публічно обвинувачували один одного в тому, що там броня пробилась, там міномет вибухнув і так далі, там снаряд десь не вилетів і так далі. Жодного проваленого контракту. Це теж правда. І жодного кримінального провадження. Це результат. Можливо, хтось може краще. Можливо. Я сподіваюся, що наступна команда прийде, буде робити ще краще. І я готовий, як громадянин, щоб вони отримали ще більше грошей. Бо я знаю, якими сумами зараз оперують наші директори, оперують наші співробітники. Коли в тебе є, знаєте, можливість вкрасти мільйони доларів, ну просто це можливість, повірте мені. Спокуса така велика. Спокуса така велика. Це не просто спокуса, це на кожному кроці. Я просто поясню, як це відбувається, щоб просто наш глядач зрозумів. Дуже проста історія. Ви підписуєте якийсь інвестдоговір з якоюсь компанією, яка буде будувати у вас багатоповерхівку в центрі Києва на території якогось підприємства. Це сотні мільйонів доларів. Скажіть мені, будь ласка, було б краще, щоб я підписував такі документи, віддавав це, а потім робив вигляд, що щось по закону? Чи влаштувало б нашого глядача, якби завтра по мені було кримінальне провадження, що я щось контрабандою завіз або десь подобав свій заводик, потім відкупився адвокатами, але в мене була зарплата 8 тисяч гривень. Давайте будемо чесними в цій історії. Якщо є дорік до нашої роботи, я готовий це відповідати. У нас есть еще один звонок, Мустафа. Добрый вечер. Вы в прямом эфире телеканала АТР. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Спасибо Мустафе за его работу. Если есть планы Укроброма на переход на новое стрелковое вооружение, то какие, если не секрет? Или лицензия какого-то иностранного производителя по замене АК? Спасибо за ответ. Я услышал только про то, что есть ли планы выходить на новые рынки вооружений. Это напрямую связано с эффективностью управления. Я просто объясню, мы уже говорили об этом для наших зрителей. Смотрите, государственная компания – это такая, знаете, тем более оборонная. Это птица, которую взяли и зашнуровали ее полностью, накинули на нее цепи, но она еще красиво перья имеет.
дико зарегулированная отрасль. Просто простой пример. Если вы, как частная компания, выходите на тендер и продаете вооружение, например, за границу, и я, как государственная компания, выхожу, то я четко ограничен, какая у меня должна быть прибыль. Я не могу демпинговать, я не могу выходить в ноль. Хотя многие частные компании продают в ноль просто, чтобы выйти на рынок. Я не могу. Ко мне придет прокуратура и скажет: а что же вы так делаете? Наша прибыль, например, для Министерства обороны ограничена. Просто, чтобы люди понимали, о чем речь. 1% прибыли мы получаем за комплектующие и 20% за работы. 1% в оборонной компании. Вы просто представляете себе, что это за масштаб. Что с этим делать? Констатируешь Что факты, с этим понятно. делаем? Что мы придумали? И это не наше ноу-хау. За последние годы многие эксперты работали в этой отрасли. Огромное количество людей, которые разбираются. Выход один. У нас в стране недостаточно денег, чтобы поднять эту отрасль самостоятельно. Ни внутренних инвестиций, ни государственных инвестиций. Просто недостаточно, чтобы поднять эту махину. Нам нужны внешние инвестиции, инвестор, который придет и вложит деньги. Теперь скажите мне, пожалуйста, в какой стране, или да, какой из наших зрителей готов отдать даже гривну в компанию, в которой завтра меняется политическая система, меняется директор, меняется то модели, то где-то заводик растет, то кто-то крадет, то у кого-то зарплата не такая и так далее. К чему мы говорили? Есть единственный способ, чтобы эта отрасль поднялась, привлечь внешние инвестиции. А единственный способ привлечь инвестиции – сделать эту компанию прозрачной, подотчетной и свободной от политического влияния и вот этой постоянной Ты волатильности. же говоришь, что сейчас политического влияния нет. Вот, это временное явление. Потому что правила позволяют этому политическому явлению быть. То есть при желании чиновника, государства... Ничего не мешает, потому что нет никаких буферов между государством и компанией. Напрямую можно назначать директоров, можно давить, можно и так далее. Что мы сделали? Мы за этот год разработали новую модель, которая нам было предписано сделать 4 тайными постановлениями еще при Владимире Гройсмане и при Арсении Яценюке. То есть это не то, что мы придумали, то, что планировалось делать долгие годы. Система корпоративного управления предполагает, в первую очередь, государство очень должно делать свою работу. Создавать политику, возможности и регуляторное поле. Но не в ручном режиме не управлять предприятиями. Ручной режим – это кадровая политика. Вот и все. Все это вылилось в законопроект, который есть сейчас в парламенте. Мы его прописали. Я считаю, что у нас большой успех. Мы первая команда за всю историю Укроборонпрома, которая смогла это довести до уровня закона, законопроекта, показать модель. Чем сейчас? Очень простая история. Сейчас концерн состоит из 130 компаний. 21 компания находится на оккупированной территории, 116 здесь. Они все существуют по отдельности. Вот просто 116 компаний. Мы предлагаем, во-первых, убрать Укроборонпром в том явлении, в котором есть сейчас. Компания, которая просто надстройка над 116. Вместо них создать 5 корпораций, 5 или 6, которые будут сконцентрированы по конкретной номенклатуре. Радиолокация, например, это одно направление. Авиация, авиаремонт, бронетехника, высокоточное вооружение. Все это разные компании, которые синергируют эти все остальные по этому же типу. Например, нам не нужно столько бронетанковых заводов. Нам не нужно, в мир не потребляет такое количество танков, которые Украина может потенциально производить. Я слышал где-то, да. Это надо уменьшать. И делать ее концентрированной. При этом делать независимые наблюдательные советы, которые будут сами управлять стратегией по тому, как дает ему правительство. Правительство говорит, нам нужен вот такой уровень прибыли, вот такое вооружение, и, пожалуйста, отчет в конце года. Нет, все ушли, уволились, назначили следующий. Просто вот такой принцип. Независимый совет? Независимый наблюдательный совет, в который будут входить представители государства, как решит государство, и независимые члены, эксперты, которые будут при этом соблюдать простую одну вещь. Чтобы не президент, при всем уважении ко всем президентам, не премьер-министр, опять же, по всем уважению ко всем ним, и не депутаты, а чтобы это делали эксперты, люди, которые управляют этой отраслью. И они отвечают за это своими должностями, своими зарплатами, своим благополучием. А не так, что депутат или там кто-то поставил, какой-то заказик сделали, он потом ушел в отставку. Мы его уже не помним. Кто помнит хотя бы одну фамилию одного генерального директора Укроборонпрома до предыдущего? Вот кто вспомнит зрителей? Их не помнят. И не помнят депутатов, которые это делали. И президентов, наверное, не будут помнить. А компания разрушает. А какие иностранцы могут вложить деньги в украинский Укроборонпром? Смотрите, самая большая ценность украинского Укроборонпрома, оборонной промышленности, это огромный потенциал в интеллектуальной собственности. При всем том, что нам сейчас рассказывают, что все плохо, поверьте мне. Документация, которая есть в Украине, история с Мотор Сичи – это прямой показатель. Да? То есть мы же понимаем, что покупают не металлолом, покупают конкретную интеллектуальную собственность и людей, которые могут производить. Это огромный. Второе – это люди, которые сейчас
Да, очень многие это люди, которые пожилого возраста, которые уже старые. Но есть очень много молодых людей, которые уже пришли и уже работают. Посмотрите на Антонова. У них есть большое количество новых сотрудников, конструкторов, молодых, которые работают. Вопрос. Какие иностранцы могут Теперь какие иностранцы? Это те компании, которые имеют дело с этим бизнесом. В авиации мы знаем, что есть там международные компании. Я не буду их называть, потому что это не будет некрасиво. Но это большие бренды, которые заинтересованы, стоят у порога. Они говорят, дайте нам, да, западные, конечно, дайте нам возможность инвестировать, просто покажите прозрачную историю. Есть огромный потенциал в том, чтобы делать совместные предприятия. Мы не можем делать совместные предприятия сейчас. Если кто-то приходит к нам и говорит, смотрите, у вас есть документация, мы готовы вложить деньги, чтобы вы это производили, продавали на внешней рынке или нашей стране. Мы не можем это сейчас делать. Я всегда привожу пример. Если бы Илон Маск со всеми его мозгами и быстротой дал генеральным директором Укрборонпрома, он бы через полгода получил срок от 3 до 5. Просто за хищение, за то, что нарушает процедуры. Просто за то, даже желание быстро развиваться, привлекать деньги и создавать новые техники вооружения. Это невозможно в нашей регуляторной поле. Ну что, все уперлось в этот закон, который вы вынесли? Мое мнение, что если я всегда это говорю, мы можем долго рассказывать, как делали плохо прошлое, это не наша работа. Мы долго рассказываем, что все воровали, все плохо. Давайте создавать новые правила, так чтобы вот того не было. Мы создали, это новая прошивка оборонки. Вот новое программное обеспечение. Мы подарили его парламенту. Это законопроект правительственный? Законопроект сделали народные депутаты. Этот законопроект прошел утверждение нескольких министерств. Базовая модель управления, которая есть в законопроекте, она презентована 2 премьер-министрам, 3 министрам финансов, 2 министрам экономики, президенту, секретарю национальной безопасности и обороны, комитету. Это все наша работа, которую мы провели. Поверьте, это нелегко, учитывая все, что меняется. Ну и что, примут? Сейчас уже появился новый орган власти, да, новое министерство стратегических отраслей промышленности, у которого есть свое видение на этот закон. Мы с ним долго это обсуждали. У меня есть сдержанный оптимизм по поводу того, что у нас совпадают взгляды в том, что это должна быть корпоратизация, это должна быть независимая компания с коммерческим успехом. Я думаю, что у нас есть шанс этот законопроект чуть-чуть доработать. Я очень надеюсь, что в этом году мы его просмотрим хотя бы в первом чтении. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет исторический шаг. Я понимаю, что для многих людей это звучит пафосно. Понимаю, что это очень далеко от их жизни. Но поверьте, наши директора этого закона ждут. Очень многие люди почему ждут. пафосно? Будет больше вооружений, и у нашей армии в том числе. Я просто знаю, как журналист, да, как скептически отношусь к тому, что говорят с экрана. Я понимаю, что все люди сейчас смотрят и думают. Но мы честно отработали эту историю. Мы честно ее показали. И более того, мы действительно, вот там мы год назад, потому что я тоже не скрывал, что у нас не было опыта в оборонке. Но поверьте, для меня сейчас публичное признание или там чья-то похвала намного меньше стоит, чем когда тебе приходит директор завода и говорит, ребята, ну вот классно, вы спасибо, отработали контракт. Сейчас посмотрим, это офигенно. Похвалит или нет. Очередной звонок телефонный у нас в студии. Пожалуйста, говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос, если можно, чуть громче. Ще раз, Юрій, Київ. Я запитав, все ж таки, я телефоную на український чи якийсь російський канал. Слухайте, давайте так, ми без тролінгу тут будемо працювати. Ми можемо українською мовою. Ми можемо українською, може, да, все. Ну, це просто... По-друге, я хочу зауважити, що на походження людини звертати увагу в етері телеканалу ОТР не може бути такого ніколи. И, кстати говоря, я это часто встречаю. Как ты реагируешь когда тебе говорят, убирайся в свой Афганистан? Честно говоря, никак не реагирую. Я, во-первых... Привык уже просто. Смотрите, тут же вопрос такой. Я знаю, где моя родина, да, откуда я родился. Я понимаю, где я состоялся. И благодаря кому. Это, конечно же, Украина. Но это факт обычный. И поэтому, если, опять же, после всего моей биографии, будучи журналистом, публичной политикой, депутатом, и сейчас здесь, единственное, что мне можуть дорікнути, це те, що я маю на це походження, значить я щось робив правильно. Ні, це позор, звісно. Я вважаю, що це емоції, вони мають право на існування, але я завжди привожу такий приклад. Янукович був етнічним українцем. Пан Азаров був етнічним українцем. Я не кажу, що вони погані або добрі. Просто скажіть. Нормальна історія. Ні, вони погані. Я просто кажу, щоб люди самі робили висновки. Це дуже проста історія. Потім іноді кажуть про ту саму мову. Да? Я вважаю українську мову більш того. Моя мова розмови на роботі – це українська мова, бо всі документи українською мовою, я виступаю українською мовою, у мене немає проблеми з українською мовою. Мене сильно говорять українською мовою. Тобто все нормально з українською мовою. Але чи є українська мова
достатнім. Це необхідна історія, але чи вона достатня для того, Звісно, щоб не людина є робила достатньо. щось? Тому ми багато Да. дурнів знаємо, які дуже гарно, швидко висловлюються українською мовою. А це моя провина, що я почав розмову російською мовою. Це тільки і виключно через те, що я швидше її розмовляю. Я не перекладаю, розумієте, і просто це швидше, це для глядачів зручніше просто. Це моя провина, і я за це беру на себе відповідальність. Просто мне быстрее так говорить, я понимаю, что так дешевее разговор будет. Не К знаю, сожалению, я пока так не знаю українську однаково, мову, і як так, і ти. так вже. Тобі то звісно так. Что еще хотел сказать? Ну, понятно, что... мне все равно было непонятно, почему у тебя так сменились амбиции. Ты человек, с которого, в принципе, должны открываться учебники Почему истории. они Ну, дай это поменялись? говорить. Да. Учебники истории, новейшей истории Украины. Ты человек, который написал тот твит, который стал сигналом выйти на Майдан сотням тысяч людей. И это вообще перевернуло историю всю. Да? Ты был журналистом достаточно известным. Потом ты стал народным депутатом. Но опять, все это даже все меньше, чем та роль, которую ты сыграл тогда в революции достоинства. Да? И вот ты идешь работать чиновником. Вот, Да. Давайте будем проще. Политика и политический процесс должен иметь какую-то цель. К сожалению, у нас не было команды в парламенте. Так получилось. Ошибка была идти в парламент, не ошибка была. Разные люди по-разному. Я считаю, что это ошибка? правильно. Я не считаю, что... Если честно, я сейчас, конечно, жалею о том, что не ушел в первый год из работы. Лучше бы ты журналистом остался. Точно нет. Я безумно уважаю и люблю журналистов. Для меня это самый дорогой мой период в моей жизни. Но я, правда, хочу влиять на процессы напрямую. Понимая, что даже сейчас в моей работе, я думаю иногда, знаешь, чем я думаю? Я, например, читаю ленту новостей, и я думаю, что на меня больше влияет? Письмо из министерства или публичные тексты? Конечно, общественное мнение. Конечно, Украина так устроена. Да. И в этом плане, конечно, меньше влияния. Но, опять же, это же, моя жизнь. Да, мне нравится видеть это в своих руках. Я думаю, что проблема любого журналиста, и это есть, это никто не денет. Любой журналист, наблюдая за процессом, иногда же ему хочется, типа, вот я бы сделал иначе, я бы сделал лучше. Ну почему же они такие тупые, почему же они такие неправильные, а что ж так? А тут вот тебе сказали, иди делай. Где-то получилось, где-то не получилось. Поэтому я жалею, что я не пошел из парламента в первый год работы. Куда же? Не ушел из парламента и не пошел работать в исполнительную власть. Была такая возможность. Нужно было, наверное, раньше. Но, с другой стороны, много чего бы не случилось. Я бы не участвовал во многих процессах. Мой опыт – это мой опыт. В конце концов, мне там нечего скрывать. Да? Я спокойно могу смотреть в лицо людям и говорить, Понятно, что... но смотри, в исполнительной власти у нас идти дело такое. Вот даже за Зеленского, да, уже сколько правительств? Уже 2, да? 2. Вот, люди, которые, казалось бы, на своих местах были поставлены после выборов, да, и с ними ты говоришь, и там что-то обсуждаешь, да, а через 3 дня раз, и он уже не министр, да? Пошел бы ты в исполнительную власть, я уже почти не сомневаюсь, что тебя бы уже там не было, например. И тогда пошел бы, и сейчас бы пошел. Слушайте, это госслужба. Я просто хочу всем людям объяснить. И это нужно понимать. Это большая болезнь наших политиков и чиновников, которые приходят туда и думают, что это теперь навечно. Это всегда временное явление. По закону и по логике. Но слово меняется тоже никто не отменял. Они понимают, что вот это может закончиться завтра по прихоти президента, премьер-министра. Там, а это уже, извините, культура. Если тебе, так ты временщик, так можешь быть в браке, в семье, с детьми, в чем угодно. Все очень просто. Что ты оставляешь за собой? Если ты оставил за собой какой-то след нормальный, и тебе... Вот я понимаю, что мы сделали в парламенте. Да, немного, но там 3-5 вещей, которые я сделал, я точно знаю, что это моя работа. Вот как сейчас в Укрборонпроме. За год работы я же нигде не пиарюсь, я не рассказываю, я не перестал об этом писать, потому что специфика работы. Но я точно знаю, и наши директора знают, и наши сотрудники знают, где конкретно я сделал ошибки, а где я конкретно сделал успех, и где я помог. И мне это важно. И это то, на что ты опираешься. Ты же опираешься не на то, что вот ты и завтра, и послезавтра депутат, и опять депутат, и потом ты чиновник, опять ты депутат. Для кого-то это действительно вот этот наркотик в этом плане статуса. быть удобнее, потому что ты, по крайней мере, точно знаешь срок, и нет точных критериев оценки твоей работы. Некоторые не ходят вообще. Как сказать, депутат? Знаешь, что это такое дело, что заходя под купол, ты берешь на себя весь тот груз репутационный парламента, который был за все годы независимости. Вот мы зашли в парламент, мне через неделю уже бабушки говорили, это ж ты украл нашу пенсию.
И как бы в их понимании ты представляешь институт. Точно так же, как мы в Укрборонпроме. Мы сейчас работаем, а нам говорят: парни, так это же вы нам не поставили технику. Мы говорим: подождите, контракт же до 2017 года. Он говорит: не-не-не, вы же сейчас там работаете, вы представляете институт. Это преемственность, это нормально. Все, поэтому заходить в парламент, опять же, я не исключаю, что, возможно, когда-нибудь будет возврат в политику. Но есть еще момент материальный, я это честно не буду скрывать. В политике зарабатывать деньги сложно. Если ты это делаешь честно, зарабатывать сложно. Ну, тут не то, что даже не хочется, да, тут вопрос как бы нет желания просто оставлять за собой этот след и заниматься вот этими. Зачем тогда, да? Смысл тогда был туда идти? Мы же не так шли, у нас другой путь туда прихода, да? Мы приходили через какие-то сложные процессы, через какие-то репутационные вопросы, через какие-то ценности. И как бы пафосно ни звучало, да, мы заявляли, декларировали какие-то вещи. И у нас был приход в политику не карьерный, не так, что ты там всю жизнь мечтал стать, значит, главой ячейки, потом еще. Нет, это такой путь тоже есть. Революционный путь был у вас. Это был такой путь, поэтому не было желания там сидеть и зарабатывать. Ну и потом, когда ты всю жизнь это критикуешь, приходить, а потом это же самое делать, ну я себе такое не позволю. Ну, у некоторых получается. Сложно. У некоторых получается, но опять же, это некоторые. Им повезло больше, значит. Скажи мне, ты сказал слово «ошибка», а у меня это такая фишка, я наблюдаю за нашим политическим процессом, за нашими всякими элитами, там, политиками, министрами, партлидерами, любыми, да, депутатами. Я замечаю, что вообще нет традиции признавать своих ошибок никогда. Да, это самое Вот будет сидеть, вот сожмет зубы до крови, да, но никогда не скажет, что я в чем-то виноват, что сделал неправильно. Это вот, большая у тебя есть такая культура признания? В чем ты был неправ или виноват? Мне повезло тем, что я работал в журналистике. И я знаю, какая реакция у журналиста и общественности на человека, который не признает свою ошибку. Это реакция и эта ненависть к такому человеку намного больше, чем просто за ошибку. Говорят, да. Это первое. Второе. Пусть звучит это манипулятивно, даже не манипулятивно, цинично немного. Извинения приносят намного больше репутационной прибыли в будущем, чем непризнание своей ошибки. Это никто не понимает. Я скажу такую вещь. Я сейчас очень сильно глубоко изучаю теорию переговоров и теорию стратегических коммуникаций, потому что я в этом работаю. В Соединенных Штатах когда-то была разработана целая диссертация, исследование. Собрали все извинения всех компаний за многие годы и просто их семантически взяли и проанализировали, из чего они состоят. Так вот, самое важное и точное извинение, это не тогда, когда ты думаешь о себе и которое работает, а ты тревожишь человека. Этот человек, это либо твой избиратель, твой клиент, твой партнер и так далее. Если ты искренне, тебе страшно, чтобы вот этот человек не ушел от тебя клиент, не отвернулся от тебя избиратель, и ты к нему искренне апеллируешь, признавая ошибку, это всегда срабатывало по всем исследованиям. Намного лучше в будущем репутационно, даже если ты ошибся. Потому что потом к тебе возвращается. Ты стал человеком, который уважает. Я это изучал уважение. этот момент еще давно, лет 25 назад в американских медиа. Там давно сказано, что если ты ошибся, скажи это прямо. Не закапывай. И признать ошибку, это у нас считается слабостью. Это такая, на самом деле, бандитская история. Почему? Да. Потому что это круговая порука. Да? Если ты извинился, значит, ты сдал. Тебя перестали уважать, ты перестал быть авторитетом. Не пацан. Да. К счастью, вот в нас в компании, это культура, которая была с самого начала. И это благодарен я за это Айварасу, который с самого начала эту культуру нам задал. У нас, например, не принято в компании скрывать информацию. То есть у нас все люди на уровне, они обмениваются информацией. Нет такого интриг, корпоративных каких-то историй. И у нас была вся договоренность. Если мы ошиблись, давайте подумаем, как это исправим, и выйдем, это скажем. Давай не про компанию. Про компанию мы достаточно много уже поговорили. Но это моя работа. Ты не ответил на мой личный вопрос. Да. Какие у тебя были ошибки? В чем твоя вина была в чем-то? Ну, так серьезно, за эти годы. В парламенте были ошибки в голосовании. Это правда. Но ошибки, которые были продиктованы не умыслом, да, а когда ты чего-то недопонимал. И это были искренние ошибки. Я их всегда, кстати, говорил, даже когда голосования были неправильные. Были ошибки по отношению к людям, опять же, вот то, что я говорю, которые доверяли, и ты им не до конца объяснял. Я, наверное, не до конца объяснял, что мы делали, почему мы делали. Была ошибка в том, что я не ушел из парламента раньше. Это была ошибка, я это сейчас признаю.
Хотя в тот момент мне казалось, что нам нужно досидеть до конца, добивать. Но со стороны это выглядело не очень. Когда вы совсем политически разошлись, но продолжали оставаться. Причем до того момента, когда уже стало понятно, что Зеленский будет. Причем и аргументация тогда, которую я сейчас слышу, я же перечитываюсь, иногда смотрел, она была понятная, да, то есть, что мы не можем оставлять эту площадку, мы не должны ее кому-то позволять другому зайти вместо нас в список. Это не факт, что это будут лучшие люди. Но по отношению к своей биографии, к своей репутации и по отношению к тому, что я мог бы сделать, наверное, это была ошибка, это было неправильно. Ну и самая большая ошибка в моей жизни, что я получил не то образование. Хотя сейчас оно очень помогает. Я бы, ну вот сейчас я понимаю, что я бы очень хотел, чтобы у меня было первое юридическое образование, не техническое. А у меня получилось техническое, ну, вполне возможно, даже нет, я скажу честно, я думал, что он этого тоже не скрывает. Это было и мое настаивание, чтобы он стал юристом, потому что я хотел стать очень юристом. Я очень доволен, я считаю, что он во многих вопросах лучше, чем я, и в публичной политике, хоть он уже как хочет. Он очень публичный, мать очень. Да, и как юрист, я считаю, что он грамотный и большой-большой молодец, и в этой сфере достаточно сложно оставаться принципиальным. Скажи, пожалуйста, вот, глядя, мне кажется, у него получается, но ладно, не про брата сейчас. Вот не кажется ли тебе, что тот троллинг Порошенко последние годы его каденции, в котором я тоже принимал участие, и опять без всяких там просто искренне, да, вот там, коррупция нам не нравилась, то не нравилось, это не нравилось, да, что он все-таки был с некоторым перебором, и он был, мне кажется, не объективен по своему количеству, по навалу вот этому, да, и мне кажется, что мы, журналисты, в каком-то смысле исказили для избирателя политическую картину. То есть мы, конечно, критиковать надо, вот вообще, я за любую свободу критики, но мне кажется, что его слишком сильно закапывали тогда, что он на самом деле не заслуживал такого сильного троллинга. А я знаю это, я об этом думал, и я всегда думал, окей, а если бы было иначе? Ну, то есть мы в этот момент должны вменить журналистам еще и подумать об интересах политиков и политического круга, и думать над их ошибками, и жалеть или не жалеть. Я считаю, что мы все понимаем, в какую мы игру играем. Извините. Мы в воюющей стране. Это политика, она грязная. Мы работаем в сфере огромных денег. И мы работаем в стране, в которой люди очень озлоблены и очень ранимы в плане, ну вот просто ощущения, чего они пережили. В этой истории сказать, что общество было неправильно, реагируя на то, что происходило в политике, а реакция общества и нерв общества, это журналисты, я в этом уверен, я считаю, что это не так. Это все равно, что обвинять, что человека, которого избили, потом попытались убить, он попал в больницу, и вот ему там не додают лекарства, потому что главврач ворует, а он громко кричит. Ну вот сейчас, смотри, мы сейчас можем спокойно уже смотреть на выборную кампанию, да? И все-таки, если вот взять медийный фон тогдашний перед выборами, да, в отношении Петра Порошенко, я не его фанат вообще, да? Я много чего там знаю, понимаю и так далее. Просто не во все дырки лезу и не хочу этого, да? Но все-таки сейчас смотреть на его каденцию, да, со всеми минусами, да, то там были и плюсы большие, это объективно. А никто да? не спорит. И сейчас Петр Порошенко выглядит, очевидно, лучше, чем он выглядел в медийном поле, допустим, за месяц до выборов. А давайте посмотрим на всех остальных президентов. Я не адвокат. Все президенты, после того, как они уходят, становятся намного лучше. Просто по одной простой причине. Очень просто, потому что им уже не надо обманывать избирателя. Им уже не надо доказывать что-то. У них уже нет этих рычагов управления. Он стал лучше. Возможно, он остался таким же. Во мнении людей... Фон вокруг него стал другим. А подожди. То есть уже его не обвиняют во многом. Переведу, том, что ты хочешь меня обвинить. Что, не обвинить, а спросить, да, что вот сейчас стало хуже. Или что вот на фоне того, что происходит сейчас, он выглядит лучше. А не надо его сравнивать с этим фоном. Я его сравниваю с фоном революции. Извини. Вот так. Извини. Мы имели другой шанс. И, конечно, при всем уважении к нынешнему президенту, парламенту, премьер-министрам, ко всем остальным, шанс, который был тогда дан, он был намного больше. Были сделаны свои ошибки, при этом очень многое удалось достигнуть. Больше я скажу. Я иногда, когда мы сидим, общаемся, у нас в команде тоже там подтроллим иногда друг друга, да, вот вы там политики и так далее. Я говорю, давайте просто. Вот представьте себе, что сейчас нет НАЗК, Института декларации, нет гражданского общества, нет общественных... Это же все возникло после 14-го, этого же не было.
Вот без всего этого мы бы выжили, да мы бы шагу не сделали. Конечно. Нас бы уже закопали и с другой стороны, нет судебной реформы. И сейчас она бьет всех нас, и Петра Порошенко, и меня. И я убежден, она еще и Зеленского ударит, потому что правоохранительные органы и судебная система – это наш бич. Более того, я вам скажу, это действительно вот такая карма. Каждый президент, который не дореформировал систему правосудия, становится ее жертвой. Это абсолютно согласен, да. К сожалению, не только президента, но вообще в целом страна. Вот если взять за 100% твои ожидания, вот Майдан, да, активным участником которого ты был, одним из идеологов в том числе. Вот если взять за 100%, да, на сколько процентов каденция Петра Порошенко оправдала твои ожидания? Я бы не стал называть проценты. Я объясню почему. Потому что это будет означать, что мы или там за 50 или меньше 50. Я скажу так. Возможно, это будет, кто-то меня будет критиковать, что не так, но не разочарованный революционер не до конца революционер. Таких не бывает. Поэтому, конечно, у нас еще много-много-много обиды, горечи за то, что не случилось. Но я смотрю на то, что многое случилось, просто очень медленно, да. Но я хочу просто другую вещь сказать, что те люди, которые сейчас пришли к власти, и тот парламент, и вот этот молодой класс, их бы никогда не существовало, если бы не 2014 год. И если бы, кстати, и не Петр Порошенко, между прочим. Не факт. Не знаю. Я не буду сейчас кому-то давать кредиты. Проведены честные выборы. Я просто по-другому скажу. Что мешало всем этим людям, многим толковым людям, которых сейчас выкинули из системы, дать шанс 5 лет назад? Ведь их им не давали. Так тогда, может быть, Порошенко не избрали бы. Им не давали шанс. Я видел, я же помню, как консервировали людей в Кабмине, как молодым людям не давали в парламенте проходить, как, извини меня, вокруг как конкретные клики людей, да, собиралась кучка, которая продолжала консервировать. В смысле слова действительно вырок, то, что сказал Зеленский тогда. Да, это звучало, может быть, там не очень красиво и так немножко эксцентрично, да, и конечно, не то, что там Зеленский вырок, там Порошенко, а в принципе, да, ну, политик, его ошибки накопленные, они и дали такой... Ну, смотри, мы как бы, Порошенко это там... Каденция президента Порошенко – это прошлое. Да? Если говорить про нынешнее, но ведь тоже ж не все хорошо. Тоже ж не все хорошо. Есть много хорошего, тоже не все хорошо. Более того, там, я не могу сейчас комментировать какие-то вещи просто в силу моих служебных обязанностей. Да? Мне не все нравится. То, что тебе политически вообще нельзя ничего? Я объясню почему. Не потому, что мне нельзя. И я очень, поверьте мне, я все записываю, все запоминаю. Я все читаю, все читаю аналитику, читаю новости, понимаю очень много, общаюсь со всеми людьми, в том числе с бывшими, с действующими. И мой опыт позволяет мне там копить эту информацию в каком-то виде. Очень простая история. Моя оценка кому-либо из политического класса может стоить, мне ничего не будет стоить, но может стоить конкретных проектов, которые мы делаем. Например, там какие-то уголовные расследования проходят. Мы подписываем постоянно контракт. Это чувствительное поле. Более того, у меня есть доступ к государственной тайне и... Понятно, но иногда бывает что-то написать по-старому, взять и засесть за рояль, да, и более того, это была самая большая ломка, начиная с ноября прошлого года. Когда я был публичным, стал непубличным. В какой-то момент я понял, что вот сейчас, конкретно в этот момент я могу написать что-то, что будет очень популярно, очень правда и очень хорошо, и при этом свои прямые служебные обязательства, за которые я получаю деньги, я просто разрушу, просто поставлю крест. Я же ведь, тут еще вопрос момент, что в силу служебных обязательств я работаю с этими людьми напрямую. С кабинетом министров, с народными депутатами, с правоохранительными органами. Я вижу с теми людьми, которых критикуют в том числе. Критикуют по черному, по белому, по хорошему. Все понятно. У нас 2 минуты остается. Ну, то есть до того момента, пока ты работаешь в этой системе, это будет так. Но ты можешь вернуться в политику и снова стать таким трибуном и борцом. И нет такой цели. Я считаю, что цель в том, чтобы что-то сделать. Если будет возможность добиться каких-то результатов, но уже в команде. Я один не хочу туда идти. И это будет востребовано? Конечно. Почему нет? Это же ресурс. Публичность – это ресурс в обе стороны. Тебя часть людей обязательно ненавидит, часть обязательно восхваляет, и ты можешь воспользоваться и той стороной, и той стороной. Я знаю, что многие люди меня ненавидят. Это правда откровенно. Причем не зная лично и так далее. Плохо относятся. Токсичное поле.
Но если есть этот ресурс, он же зачем-то дан тебе, ну как-то так получилось, что тебе часть людей говорят, мы в тебя верим. И в этот момент ты понимаешь, что ты не только там перед своим сыном ответственный, но еще перед там, этими людьми как-то. Последний вопрос, 30 секунд буквально. Просто часто слышу, читаю разных людей, что если вот дальше так, то что-то, то это все может закончиться Майданом. Я часто слышу эту фразу. Человек, который фактически начал Майдан своим этим твитом. Твои ощущения? Ждут ли Украину потрясения политические, аналогичные Майдану или нет? Ты же понимаешь, что я сейчас не могу сказать да или нет, но я скажу одну вещь. Самая большая ошибка – считать настроение людей по социологии. Социология в 2013 году не показывала Майдан. Просто те активные люди с активной жизненной позицией, они могут намного больше, чем равнодушное большинство, которое ждет. И, к сожалению, социология не показывает уровень активности. Она показывает, что ты за или против. Это как землетрясением, значит, невозможно все. Поэтому я считаю, что не давая никому политическую оценку. Большая ошибка не обращать на боль людей. Где-то она может быть преувеличена. Где-то, может, люди переоценивают ситуацию. Где-то, может быть, у них говорит там какие-то их боли. Опасения зрад, но да. Игнорировать боль людей, в первую очередь касательно войны и военных действий, мне кажется, это очень неправильно. Это, ну, мало того, что несправедливо, но это не дальнозорко с точки зрения даже политического будущего. Поэтому я очень надеюсь, что нам удастся этот момент пройти без взрывов, да, потому что, к сожалению, сейчас этот взрыв может быть совсем другого характера. И самое обидное, что этого ждут. И ждут не только... И мы знаем где. Да. Спасибо, Мустафа, за то, что пришел. Спасибо. У нас был Мустафа Наем. Никто не желает Украине никаких потрясений, потому что у нас есть один враг. Я надеюсь, что это все понимают со всех политических сторон. Спасибо, что смотрели. Смотрите АТР, телевидение для неглупых людей. До следующей встречи.